Итак, доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав. Сегодня мы находимся в Якутии с Сергеем Соболевским, воблероделом из города Новосибирска. У нас будет вот такая вот рыбалка на щуку. В основном наш объект сегодня будет щука, и я все-таки хочу поймать сига. Поискать. Такая поисковая рыбалка. Возможно, если мы поймаем щуку, мы ее пожарим. Вот. И сейчас вот ну просто вдоль берега взяли. Условно вот здесь вот стоят сети. В 50 метрах от сетей. Вот такой, ничем не примечательный. Как и везде, берег одинаковый. Сегодня ветер северяк, минус 14 градусов. Люди уже есть на протоке там, сям. Вон там какие-то рыбаки с утра вон по лесу шастают, дрова пилят, что ли-то. Вот, видимо, с ночевой тоже приехали. Мы сейчас попробуем с Григорьевичем половить ему, поискать ему щуку. Григорьевич, ты ловил раньше щуку? А? Щуку ловил? Ну, такую. Маленькую? Ну, 2-3 килограмма. Это где? Это летом на Оби. Нет, а зимой что? Ни разу? Я ни разу не ловил. Вот человек ни разу не ловил щуку зимой. И надо, чтобы он поймал щуку прям. Так что сегодня мы ее поймаем. Посмотрите, как замерзают ножи бура. Сильно нельзя тоже обстукивать. Шнек скривится. Вот. Вот на такую серебряную блесну сегодня буду рыбачить. Досталось одного якута чеховского наследства. Да, глаз возьми. Сейчас будем ловить хороших экземпляров. Опа! Григорьевич так успевает таскать. Что, клюет один за одним? Ну, ты еще бы леску научился бы на это вот набирать. Опа, есть сюда окуневая поклевочка. Ну это мелкий, таких мы отпускаем. Мелочевка. Блесна Туру начинает свою работу.
Сегодня у нас крайний день зимней рыбалки. Да. Есть такое дело. О! Хе-хе. Не, мелкий. Мелковатые, да, что-то мелковатые. Какая-то мелочь одна тусуется. Тут всего-то 400 грамм. Мелкий. Один вот крупный попался. И все. Ну вот, взял он, конечно, плохо, вот на тройник. Придется его забрать. Потому что, Нет, у меня выскочил хорошо. да, если ты его плохо отсоединил, тоже забирай, потому что с разорванным ртом он, ну, не Нет, сможет. я не разорвал своему. О! Уже сидит. Видишь? Окуня у нас поедут в Новосиб, Первомайский район. Только берем крупные. По 5. По 3 не берем. О, крупных только берем по 500 грамм. Вот сегодня довольно холодно. Как можете видеть, рыба замерзает все. Сразу на ходу. Подожди, я тебя почищу. Да, не надо, вода прет. Не надо. Она заполнит ее. О, ну окунь, но он вялый совсем. Совсем вялый. Берет вяло. В перемене погоды, видать. Давай, за окунь что ли? Давай. Да это так, мелочь какой-то. Не окунь. Таких мы отпускаем. Ну что такое, весна не видит. Там Иван Семенович подъехал, рыбак еще один, Жиганский. Помните жерлицу, который ставил? Есть у меня ролик, посмотрите, жерлица от Семеновича. На своем белоснежном снежике он браздит эти белоснежные просторы тундры. Видишь, какой он. А где улов-то? Где улов-то? А? Где улов? Я не вижу улова. Ну-ка покажи, сколько поймал. Смотри, что он поймал туда. Ну давай, что ты? Не, мы таких отпускаем, Семеныч, ты чё? Давай. Нет, сука. Не завел. Ах ты так. Не завел. Он впервые в жизни рыбачит вообще, удочку впервые в жизни. Не, Семен? Да, удочку первый раз держит вообще. У тебя шарахнуло, хорошая шарахнула. Да ну на. Что-то мутишь. Я тебе... У меня во. Ясно. Давай, Семеныч, научи-ка его ловить рыбу-то. Сейчас научусь Не сам. умеет он вообще.
Сейчас Ну сам ты научусь. же должен научить. Вон ты же у нас профессионал-то. Профессионал. Местный. Сколько уже здесь живет, сколько рыбачит. Сколько рыбы наловил, полные сани рыбы. Аж сын позвонил, потом Bana она... kararttın tam озеро есть. Опа! Хороший подвис. Хороший идет. Щука. Наш обед, Григорьевич. Сейчас пойдем обедать. Оу! Она у меня была вначале. Я вначале проебал. Да, прям написано. Она моя. Обед. Тонна. Наш обед. Граммовый. Вот так вот. О, чуть. Ага. Все, давай. Осторожно, на килограмм вышел. Выгнал. Не лень. Ну вот, друзья. Такая небольшая щучка. Ну, у нас щук за всю рыбалку с Григорьевичем. Вообще он ни одной щуки не поймал. Поэтому я оставлю эту щуку на обед. Окунь, окунь, окунь идет. Ну, не сказать, что мелкий, не сказать, что крупный. Средний. Окушок. Что, обедаем? Конечно. Понимаешь? Тут некоторые считают, приехал, все, блядь. А тут, блядь, вот надо. Некоторые же думают, что у нас рыба здесь просто валяется. Блять, я об этом слышу постоянно. Читаю постоянно отзывы, блядь. Хули там не приехать, нахуй. У них там рыба валяется, да, везде. О, ось прицепил, блядь. И клюет, блядь. Так писали, что ли? Ну, мол, что там, что не рыбачить в Якутии? Там гвоздь привязал, и она клюет. Ну, а в итоге что оказалось? Ты хотел это проверить, эту гипотезу? Нет, я не проверял, Слав, потому что меня заебали так, дурными комментариями. Ну нету рыбы, нету, пошли эту сейчас пожарим, отдохнем, бурпы хуем ему, хорошо. Рыба-то есть. Ну, Просто не клюет что-то. а я тебе что, видюшки-то в этом? Мне главное, что я здесь, ты рядом, мы отдыхаем. И пошли они нахуй все. Вообще, Мы с тобой на творческом отдыхе. Ты туристы были, уехали, довольны. Придешь, доволен. А я просто приехал отдохнуть с другом. Все. Вот, вот. Главное, пырпых есть в магазине. Он клюет всегда. Правильно? ну да. Так, ну все, разделали щуку, сейчас поедем пожарим.
пообедаем, потом дальше продолжим. Наливай быдло. А я что делаю? Ну вот, поймали щуку, притащили в палатку, почистили. И сейчас начинаем жарить. Для жарки рыбы нам потребуется мука, соль, масло, сковорода, газовая плитка. И вот такая посуда, в которой у нас, собственно, и хранится мука. Опа. Потом просто начинаем доставать, обтряхать и жарить. Нажми-ка кнопку. Ну вот, дорогие друзья, сегодня у меня праздничный ужин. Это тушенка с гречкой. Я специально оставил 2 банки тушенки на праздничный ужин, потому что свечусь уже от рыбы. Надоело есть оленину. Сегодня хочу поесть тушенку. Это для меня уже плавное вхождение в цивилизацию, так скажем. Сегодня ровно месяц и 1 день, как я проживаю здесь, на льду, без остановки. Отапливаю вот этой печкой Пашихон Стар, большая пашихонка. На эту палатку она работала без остановки в течение месяца. Огромная благодарность производителю за создание вот таких печей для нас, для рыбаков, охотников, любителей природы. Напомню, что данные печки вы можете найти на моем сайте клёваярыбалка.рф, бутик Пашихон Стар, и не только это, многое другое. Якутские ножи, воблера ручной работы Сергея Соболевского, также других мастеров из Норвегии.
и других стран. Ну, что сказать, мы после обеда не решили маленько прилечь, спали очень долго, проспали весь клев. Просто отдыхали. Просто отдыхали душой, да, и уже не пошли на рыбалку. Сейчас вот вечерний клев идет, вот это опять кинг-конги, сороги кинг-конги ловятся, поэтому давайте просто покушаем и ляжем спать. А завтра в путь, дорогу. Да, завтра собираем. Да, друзья, на этом я прощаюсь с вами. Всем огромная благодарность. Всем спасибо, что вы были со мной на протяжении этого долгого месяца. Все, крайний день. Сдираю палатку до гидропола. Под гидрополом творится вот что. Вот что у нас творится под гидрополом. Так. Все во льду, все во льду. Лук, ты живой, нет? Вот такая вот жизнь. Там вообще вода. Ну тут возле печи, тут подтаяло хорошо. Сейчас будем палатку отдирать. Не знаю, как мы ее будем отдирать. Все во льду. Палатка вроде протопила, но вот эта сторона твердая. Колом стоит, ветер дует. Все равно еще колом стоит пока. Здесь пошла. Ну, палатку накочегарил, печку накочегарил конкретно. Здесь у нас ребята собираются. Сейчас будем собирать палатку. Пусть дальше температура нагоняется. Главное, чтобы маленько она помягче была у меня, и разберем. Разберем. Ну вот так, друзья, на этом заканчивается моя эпопея с палаткой. 32 дня я в ней жил без остановки. В принципе, неплохая, но хотелось бы, чтобы было покачественнее по поводу утеплителей самой палатки. То ли он не дышит, то ли что ли, я не могу понять. Или тонковатый, в общем, промерзает. О, отдолбил все углы, практически все отдолбил. И там отдолбил, и это. Внутри ткани самой вот по углам, конкретно вообще. Вот такая гора льда с пола, с гидропола вышла. Палатка сложилась, в сумку вошла. Сам пол теплый, вот оно. А теперь все летом оттает. Нормально. Здесь, конечно, Григорий-то провалился уже. Наступил, ушел туда. В общем, вот так вот.